Здорово. Хотим вам рассказать об очень интересном проекте, который мы реализовали совместными силами, потому что реализовать такую идею в одиночку было бы практически невозможно. Мы в конце лета, в начале осени, да, сделали больше 10 выездов в горы. Мы ездили с ночевками, мы ставили свет, освещали башни художественно, для того, чтобы был создан особый эффект и было зрителю интересно увидеть совершенно в новом виде привычные ракурсы, привычные виды башен и пейзаж. Использовали дополнительные источники света. Пришлось выставлять несколько источников света. Самое главное — это непредсказуемость погодных условий. За определенное короткое время погода могла смениться 3-4 раза после этого. Сложность — это пересеченный рельеф, потому что башни — это развалины, которые заросли высокой травой и крапивой. Проблема технического плана — это роса, которая ночью, в звездные ночи, она в любом случае ложилась на объектив. Нам запомнился Таргим, потому что туда не было дороги именно к самим башням. Через реку, Да, через реку это, конечно, опасна. Это нереально, конечно, все сделать. Мы просто по склону шли где-то километра полтора, груженные рюкзаками, где было оборудование, еда. У нас было 2 случая, скажем так, опасных 2 случая было. Это когда мы ночевали возле Пялинга, уже разместили технику, уже ведется съемка, и на противоположном склоне услышали хруст ветки и рычание медведя. Потом нам объяснили, что это якобы своеобразная попытка медведей запугивать людей, чтобы они оставили их на территорию. При съемке возле Таргима услышали лай шакалов. Несколько раз, и он был достаточно близок. Шакалы резвятся всякими криками. Да, был такой инцидент. Говорят, безопасно. А так, на самом деле, опасность там присутствует всегда. Это абсолютно дикие условия. У нас сегодня будет интересная беседа с уникальным охотником Ахривом Магомедом. Наш выезд в Цори, он сопровождал нас на своей машине. И практически в течение всей ночи, гарантировал безопасность. Мы пересели в его Ниву. Да, погода хорошая. Ничего нету, да? Ничего нет, ты попадаешь в горы вот здесь. Так, вода есть. Вода обязательно чистая, да. пить надо. Допустим, ягоды есть, конечно, красная рябина есть. Кончики березы, вот береза есть, обыкновенно береза. Надо кончики съедобные. Я их много ел раньше, когда пацаном был. Женя, доволен ты нашей работой? Очень. Я тоже. Отлично все было. Сейчас чай попьем И двинем. и двинемся вперед. Помимо этого он раскрыл еще небольшой такой маленький секрет Цори. На башнях Цори есть камень с надписью «Здесь был Серго Орджоникидзе». Самое удивительное, что это исторический факт и малознакомый людям. От пули есть, да, Магомед? Да, вот этот пуля стрелял кто-то. Здесь армия, когда стоял, они лупили с пулемета по этому башне. 919 год написано, Серго Орджоникидзе. Здесь был. Я думаю, взяв анализ краски, можно доказать, что эта краска была нанесена в 19 году. Вот так, абсолютно на ровном месте раскрываются тайны этих башен. У нас уходило 2 дня, чтобы сделать 6 эпизодов по примерно 10 секунд. Конечно, есть еще много красивых мест, но мы, так как этот проект реализовывался на свои средства, потому что перед тем, как начать, нам пришлось купить определенную технику. Да. Все фотографии выбранные мы решили напечатать в рекламном агентстве АДС. Башир Харсиев, непосредственно владелец рекламного агентства, оценил, скажем так, наш проект и предложил нам очень выгодные условия. Это фактически первый шаг наших патриотов на поддержку этого проекта. В остальном весь проект, к сожалению, реализован на личные средства. Открытие выставки мы планируем провести в Магасе
Пока еще мы не определили, это может быть в отеле «Магаз», либо это в научной библиотеке Государственного университета нашего. Планируем его провести в разных городах, даже самых отдаленных и даже тех населенных пунктах, которые, к сожалению, сегодня остаются без внимания. Один из сложных этапов нашего проекта это был поиск спонсора, но учитывая оставшиеся короткие сроки летнего периода, когда, собственно, и проходили эти съемки, нам пришлось полностью реализовывать проект на свои средства. Учитывая уникальность этого проекта, я думаю, в любом случае мы будем только рады, если этот фото-видеопроект поддержит по достоинству наши любители фото-видеоискусства. И если будет соответствующая поддержка, мы уже имея предыдущий опыт и произведя некоторые технические новые покупки, мы сможем в этом году сделать более интересные и масштабные работы. Этот проект он не позволит заработать, но он позволит показать нашу республику, наши горы в совершенно новом свете. Наши пейзажи, наши красоты, они ничем не отличаются, может даже превосходят многие другие известные места. Уставшие, довольные. Магомед немного поспал. Я не поспал. Зато мы не сдались. Женя, Евгений Шевцов, Магомед Цуров.